Руслан Таифович. Знакомился с вашим отчетом. В рамках отчета есть вопросы, которые хотелось бы, чтобы вы более развернуто о них рассказали. Первое, что хотелось бы от вас услышать, как реализуется программа жилища 2023-2025. Уважаемый Руслан Георгиевич, в целях оказания оперативной адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан Республики Абхазия указом президента была утверждена государственная целевая программа «Жилище 2023-2025». В соответствии с этой программой у нас социальную поддержку на приобретение жилья получают отдельные категории, такие как инвалиды первой группы, в том числе инвалиды первой группы Отечественной войны народа Абхазии, семьи лиц, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов, многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, лица, на иждивении которых находится инвалид с детства или ребенок-инвалид, и дети круглые сироты. Межведомственная программа. Для реализации данной программы утверждается Кабинетом министров межведомственная исполнительно-распорядительная комиссия. В состав этой комиссии входят представители администрации президента, Кабинета министров, Министерства финансов, юстиции, нашего министерства, а также представители общественных организаций. Всего в составе было 11 представителей. И все заявления рассматриваются комиссией, и в соответствии с вынесенным решением мы оказываем помощь. Программа у нас целевая такая работала и до 2023 года, но она завершена. В отличие от той программы, данная программа увеличены объемы финансирования по данной программе. Если ранее на 3 года было предусмотрено 120 миллионов, то на эти года, 23, 24, 25, предусмотрено 180 миллионов, то есть 60 миллионов в год на реализацию программы. Таким образом, мы в 2023 году тоже осуществили рассмотрение заявлений, и было рассмотрено всего 103 заявления, и статус участника программы получили 67 заявителей, то есть одобрено 67 заявлений и получали разную помощь. Размер помощи зависит тоже от состава семьи заявителя. На заявителя предусматривается не более 700 тысяч, и плюс на каждого члена семьи не более 100 тысяч. И общая сумма не более 1 миллиона 200 тысяч. И таким образом помощь оказывалась в размере от 700 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Помощь таким образом, как я уже сказал, на 60 миллионов получили 67 заявителей. И если конкретно говорить, это инвалиды первой группы, 20 заявителей, лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, 25 заявлений, многодетные семьи, 3 семьи получили, семьи погибших, 2 семьи, и круглые сироты, 17. У нас на 23 год было всего 17 заявлений круглых сирот, и мы все заявления рассмотрели и закрыли в 2023 году. Хотя уже поступают новые заявления от такой же категории граждан. В принципе, заявителей очень много. Если говорить, у нас 403 заявления на данный момент не рассмотренных еще лежат. Это на рассмотрение и оказание поддержки у нас уйдет, конечно, еще несколько лет. Программа очень нужная, необходимая, нуждаются наши граждане. Это особые категории, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И без такой поддержки самостоятельно приобрести жилье данные граждане не способны. Понятно, спасибо. Как идет развитие программы развития демографии?
Это тоже очень важная программа, которая реализовывается нашим министерством совместно с Комитетом репатриации, и средства на реализацию данной программы предусматриваются за счет средств бюджета фонда репатриации. Вот. Тоже создается у нас внутри министерства уже комиссия совместная с фондом репатриации и комитетом репатриации, и все заявления рассматриваются комиссией, и по решению комиссии оказывается соответствующая помощь. Какая помощь? Параметры помощи? Какое количество людей получили помощь в 2023 году? В течение 2023 года мы получили 556 заявлений, из них одобрено 554. В одном случае, так как по критериям и по категории не подходит, мы отказали. В одном случае, в связи с тем, что не предоставлено достаточно, все необходимый пакет документов, отложили. 554 заявления одобрены на общую сумму 54 миллиона 200 тысяч рублей. Если говорить по категориям, то в 2023 году мы впервые начали оказывать такую финансовую поддержку на рождение второго ребенка тоже. Если ранее это было у нас третьего и последующего, то в 2023 году начали и на второго ребенка. На второго ребенка, на рождение второго ребенка мы выделяли 50 тысяч рублей. Третьего ребенка 100 тысяч рублей, четвертого и последующего 200 тысяч рублей. Вот. И таким образом у нас вторых детей было 228, третьих 228 также, четвертый ребенок 78, пятый 17, шестой 6, седьмой ребенок 5 детей было. Вот. Всего у нас, кроме того, 3 семьи получили по 150 тысяч рублей в связи с рождением двойни, второго и третьего ребенка. Также одной семье было выделено 400 тысяч рублей в связи с рождением четвертого и пятого ребенка, а также еще 3 семьи получили по 300 тысяч рублей, так как родился третий и четвертый ребенок. Сумма выплат в 2023 году увеличилась? Адресность расширилась, я так понимаю, да? Да, адресность расширилась. Кроме того, мы на 2024 год также внесли изменения и дополнили. С 1 января 2024 года мы уже также будем платить на рождение первого ребенка 100 тысяч рублей. Увеличили на второго ребенка с 50 до 100 тысяч рублей. На третьего также 100 тысяч рублей. Четвертого и последующего пока остается 200 тысяч рублей. То есть в 2024 году мы увеличили добавили для детей на рождение первого ребенка. Да, было 50, рублей. Стало 100 тысяч. Первого не было, мы добавили. Первого не было вообще. Да, вообще сколько? Не было. 100 тысяч для первого? Теперь, сразу 100 тысяч сделали. На второго с 50 до 100 тоже подняли. На третьего 100 тысяч остается. С четвертого и последующего пока 200 тысяч остается. И таким образом мы каждый год стараемся наращивать такую поддержку для такой категории граждан. Практически все, кто обратился за поддержкой, практически все получили государственную поддержку. Да, насчет финансирования у нас не было проблем, задержек, Понятно. Все своевременно получили. Понятно. А расскажите нам о деятельности пенсионного фонда, параметры пенсионного фонда, динамика изменения параметров пенсионного фонда. По пенсионному фонду у нас утверждено было бюджет в размере 1 миллиарда 480 миллионов. Вот, фактически за 2023 год поступило 1 миллиард 450 миллионов рублей. Это на 30 миллионов рублей меньше, чем было предусмотрено. Но когда Какой был бюджет пенсионного фонда в 2022 году? По сравнению, если с 2022 годом, действительно поступило больше, чем в 2022 году. Вот,
на 88 миллионов рублей больше, чем в 2022 году доходы составили. Если говорить о расходах, то всего расходы пенсионного фонда на 2023 год составили 1 миллиард 327 миллионов рублей, я округляю, 327 миллионов рублей, и по сравнению с прошлым годом это на 31 миллионов больше. Расходная часть также. Кроме того, в расходной части у нас, как вы знаете, в соответствии с соглашением о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, мы погасили задолженность перед пенсионным фондом в размере 24 24. Да, Хорошо. знаю, в связи... Как обстоят дела в фонде инвалидов? В фонде инвалидов тоже так же, если сравнивать с 2022 годом, у нас и доходная, и расходная часть превышают. Кроме того, достаточный остаток средств на конец года, для того, чтобы в начале года уже как бы не будет у нас разрывов финансовых. Вот, если говорить о доходах, утверждено было 199 миллионов рублей, фактически 201 миллион поступило средств. Вот. И расходы составили 198 миллионов, из них на социальную политику 172 миллиона рублей. Вот по сравнению с прошлым годом, если по цифрам... По сравнению с 2022 годом. С 2022 годом, да. Я извиняюсь, на 35 миллионов больше поступило и на 35 миллионов расходов больше. Вот. Это вот по фонду инвалидов. В целом, более подробный отчет мы представим. Всего за 2023 год было рассмотрено 1340 заявок и оказана поддержка. Вот, это на лечение, на санаторно-курортное также лечение. Лечение имеется в виду в том числе за пределами Республики Абхазия. Санаторно-курортное лечение тоже также и за пределами Республики Абхазия. Также у нас оказываются стоматологические услуги. Также семье умершего инвалида оказывается финансовая помощь на погребение. Хочу сказать, что в течение года размер подняли с 50 тысяч до 100 тысяч. И семья умершего инвалида... Руслан Трифович, для того, чтобы было понятно да. и мне, и нашим телезрителям, я бы хотел, чтобы вы на этом остановились поподробнее. В деятельности фонда параметры финансирования изменились или нет? Изменились, Вот связано с зубопротезированием, материальная помощь инвалидам первой, второй группы и так далее. Если изменились, то как? Расскажите. Да, изменились. На зубопротезирование в 2022 году у нас выделялось 60 тысяч рублей одному заявителю, то уже в 2023 году подняли до 100 тысяч рублей. На стационарное лечение в медучреждениях за пределами Абхазии оказывается материальная помощь. Это имеется в виду не оплата за лечение, а на расходы транспортные, скажем, 40 тысяч, с 30 тысяч до 40 тысяч подняли. Также, если инвалид первой группы выезжает, то сопровождающему лицу оказывали помощь в размере 20 тысяч, то с 2023 года подняли до 30 тысяч рублей. Также на санаторно-курортное лечение то же самое, то есть подняли до 40 тысяч самому инвалиду и сопровождающему лицу до 30 тысяч рублей. Вот. И так, как я уже сказал, на погребение умершего инвалида семье оказывается единоразовая помощь в размере 100 тысяч вместо 50 тысяч, которое было до 2023 года. Вот. Это основные увеличения, которые произошли. Всего, как я уже сказал, 1340 заявок было одобрено на общую сумму 172 миллиона рублей. А сколько заявок поступило? Заявок поступает не намного выше, но отказывают немногим, но речь идет, когда не соответствует его обращению. Понятно. Сколько заявок поступило? 1340. 1340 заявок было удовлетворено. Удовлетворено. Понятно.
Расскажите нам о деятельности Фонда социального страхования. Фонд социального страхования у нас то же самое по всем трем фондам. У нас доходы по сравнению с прошлым годом увеличились, соответственно, расходы тоже. Вот, основными мерами соцподдержки являются это выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, женщинам, ставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, это работающим, и также выплата на погребение, выплата оказания финансовой помощи на санаторно-курортное оздоровление работников и их членов семьи. Вот всего было предусмотрено на 2023 год в бюджете 163 миллиона рублей, фактически поступило 179 миллионов рублей, то есть на 16 миллионов рублей больше. Вот, расходная часть составила 163 миллиона рублей, в том числе на социальную политику 152 миллиона рублей. Если сравнить с прошлым годом, то... Если сравнить с 2022 годом, то в 2023 году... В 2023 году на 33 миллиона больше поступило доходов и на 49 миллионов больше расходов. Понятно. Руслан Таифович, Да. очень важное направление деятельности, то, чем занимается ваше министерство. Оцениваю вашу работу удовлетворительно. Необходимо и дальше окутать заботой и вниманием всех тех, кто нуждается из граждан нашей страны. Мы будем предпринимать необходимые усилия для того, чтобы объемы поступления в фонды увеличивались. Это будет зависеть от возможностей нашей экономики. Тем не менее, будем изыскивать средства. Поэтому работаем дальше. Желаю успехов. Спасибо за такую оценку, Руслан Георгиевич. Будем стараться.